Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Право граждан на жилище имеет ряд проявлений, к которым в числе прочего относятся проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и определенные гарантии в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. В какие сроки и как должен проводиться капитальный ремонт, на что имеют право наниматели и собственники при сносе их жилья, как складывается правоприменительная и судебная практика по таким вопросам. Об этом мы поговорим с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Сергеем Веревкиным. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Часто ли от жителей республики поступают жалобы на капитальный ремонт? Как складывается прокурорская практика по данному вопросу? Дело в том, что капитальный ремонт многоквартирных домов – это довольно сложная сфера правоотношений, и поэтому обращения граждан, конечно, поступают. Но по своему опыту могу сказать, что за последний год количество обращений граждан снизилось. Это, конечно, результат планомерной работы всех органов государственной власти, фонда капитального ремонта, ну и, конечно, органов прокуратуры республики. Усилия прокуроров, например, в прошлом, в текущем году были направлены на два основных направления. Первое направление – это актуализация и упорядочение сроков проведения работ в программе капитального ремонта. И второе направление – это понуждение фонда капитального ремонта на проведение просроченных работ согласно программе капитального ремонта. Что касается первого направления, в результате планомерной работы как органов государственной власти, так и межведомственного действия при участии прокуратуры республики в текущем году, в июле, удалось разработать новую программу капитального ремонта и, соответственно, утвердить ее постановлением правительства. В результате этого были упорядочены сами работы, актуализированы сроки, и, соответственно, это в ближайшем будущем позволит повысить эффективность реализации программы капитального ремонта. А в какие сроки должен проводиться капитальный ремонт и чем он установлен? Возможно ли изменение данного срока? Вот, как я уже сказал, капитальный ремонт, он предусмотрен, во-первых, региональной программой переселения из капитального ремонта, которая принимается на 30 лет, а также краткосрочным планом ее реализации. Данный план принимается на 3 года. Дело в том, что вот все эти документы, они находятся в открытом доступе в сети интернет, и их можно посмотреть как на сайте фонда капитального ремонта, на сайте МинЖКХ и в системе ГИС-ЖКХ. Они есть в открытом доступе, их можно посмотреть. Сроки капитального ремонта могут разниться в зависимости от того, каким образом фонд капитального ремонта формируется. То есть либо он формируется на счете регионального оператора, то есть это фонд капитального ремонта, который у нас на Чапалово находится в городе Якутске, либо это специальный счет, который формируют сами собственники. Если мы говорим о втором случае, то есть формировании фонда капремонта на специальном счете, в данном случае, исходя из названия, собственники самостоятельно собирают взносы, аккумулируют их на избранном ими счете, самостоятельно выбирают подрядную организацию, самостоятельно заключают с ней договор и проводят работы. В этом случае, конечно же, по решению собственников жилых помещений они могут двигать сроки как вправо, так и влево, то есть либо на более поздний период, либо на более ранний. Все зависит от того, успели ли они собрать взносы в целях формирования фонда и оплаты работ подрядчика. Существуют случаи, когда работы, к сожалению, такие случаи бывают, переносятся на более поздний срок. Обычно, по моей практике, это связано с теми случаями, когда работы не удается провести в результате чего-либо противодействия. Как правило, это либо управляющая компания, либо собственники жилых помещений не предоставляют доступ к общему имуществу. Как правило, к общему имуществу, которое проходит через квартиры и находится в их жилых помещениях. Не забывает законодательство и про случаи возникновения чрезвычайных ситуаций. Допустим, произошло наводнение, землетрясение. Землетрясение для нашего региона, конечно, менее характерно. В таких случаях происходит повреждение общего имущества, приносится урон многоквартирному дому и возникает необходимость экстренного проведения капитального ремонта. Данная сфера у нас регламентирована постановлением правительства, и в таком случае существует возможность переноса срока проведения капитального ремонта на тот же самый год, в котором эти события произошли. И опять же,
Поскольку фонд капитального ремонта формируется из взносов собственников, конечно, возможны ситуации, когда этих взносов собранных не хватает на проведение этих ремонтов. Но в данном случае не стоит беспокоиться, потому что из государственного бюджета все эти расходы компенсируются. Поэтому если такая ситуация произошла, то я бы не советовал сильно беспокоиться. В каких объемах должен производиться капремонт, где вот жители могут об этом узнать и могут ли они как-то контролировать? Объемы капремонта также определяются программой капитального ремонта и краткосрочным планом капитального ремонта. Там определены как сроки, так и финансирование. Плюс, что касается контроля. Поскольку работы, выполняемые в рамках программы капремонта, в подавляющем большинстве случаев производятся без выселения граждан, то, соответственно, граждане, проживающие в домах, в которых производится капитальный ремонт, ежедневно имеют возможность видеть рабочих, видеть процесс производства работ, ну и, соответственно, производить визуальный контроль за их производством. И имеют они возможность общаться с работниками, задавать им вопросы. Даже простое общение с людьми уже вызывает определенные, позволяет стимулировать подрядчиков к выполнению работ и позволяет поддерживать их в тонусе. Ну, никто также не отменял традиционные способы контроля. Это обращение в СМИ, обращение непосредственно в фонд капитального ремонта, обращение в Министерство ЖКХ и энергетики и, конечно, в органы прокуратуры. Никто не запрещает также гражданам записываться на личный прием, сообщать о возникающих проблемах на личном приеме должностным лицам указанных органов. Возможен ли возврат излишне уплаченных взносов на капитальный ремонт? Возврат взносов возможен. Закон предусматривает ряд случаев. Первый случай – это изъятие жилого помещения для государственных муниципальных нужд. Это исключение дома из программы капитального ремонта, в котором находится менее 3 квартир. Исключение дома из программы капитального ремонта ввиду высокого физического износа выше 70% или в результате пожара. Также освобождаются от уплаты взноса на капитальный ремонт граждане, проживающие в домах, которые признаны аварийными, то есть после даты признания дома аварийным. Не уплачивают взносы на капитальный ремонт также собственники жилых помещений в домах, которые находятся в закрывающихся населенных пунктах, а также ветераны Великой Отечественной войны. Существует также такой термин, как компенсация уплаты взносов на капитальный ремонт. Что это значит? Это значит, что граждан никто не освобождает от обязанности уплаты, они осуществляют эту оплату, и в случае отсутствия задолженности они вправе обратиться за предоставлением компенсаций. То есть это понесенные им расходы компенсируются либо в размере 50%, либо 100%. 50% компенсируются одиноко проживающим, неработающим гражданам, которые достигли возраста 70 лет, а в размере 100% точно такой же категории граждан, но достигшим возраста 80 лет. Какие вопросы чаще всего возникают при расселении жилья? При расселении аварийного жилья чаще всего возникают вопросы, связанные с определением терминов равнозначность, равноценность жилого помещения, удаленность от ранее занимаемого жилого помещения и благоустроенность. Что касается основных отличий расселения жилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности и которые граждане занимают под договором социального найма, и жилых помещений, которые находятся в собственности граждан, то в первом случае, если мы говорим о муниципальном жилье, орган местного управления в обязательном порядке предоставляет переселенцам другое жилое помещение, которое находится в муниципальной собственности по договору социального найма. Если же мы говорим о собственниках, то таким гражданам либо предоставляется другое жилое помещение в собственность, либо им предоставляется возмещение за изымаемое жилье в денежном эквиваленте. А что означает равнозначность и равноценность? Равнозначность применяется к вопросам переселения из муниципального жилья, которое занимается по договору социального найма. Под равнозначностью жилищным кодексом понимается предоставление жилого помещения, которое равно по площади ранее занимаемому. Но в данном отношении также существуют определенные нюансы, и данная сфера является несколько конфликтной и часто поступают обращения. Что именно здесь имеется в виду? Бывают случаи, когда граждане немного путают и полагают под равнозначностью не только предоставление им жилья равное по площади,
но и равное по количеству комнат. Но это не так. Бывают случаи, когда, скажем, граждане, которые проживали в трехкомнатной квартире, получают такую же квартиру той же площади, но, скажем, двухкомнатную. Или же вместо двух изолированных комнат получают две смежные комнаты, пусть и равные по площади. Ну, согласно жилищному кодексу, судебной практике, это является нормальным, это соответствует закону. Что касается также большей площади, то есть нередки случаи, когда граждане получают жилье не только там, допустим, меньшей площади, что незаконно, да, или же получают жилье с таким же количеством комнат, но бывает такое, что граждане получают жилье большей площади. Как правило, это воспринимается гражданами позитивно, но бывает и такое, что граждане бывают этим не удовлетворены по той причине, что квартира большей площади предполагает и несение больших расходов на квартплату или ЖКУ. Но опять же, судебная практика исходит из того, что это является законным. Сергей Александрович, а какое жилье признается благоустроенным? Критерии благоустроенности определяются применительно к каждому населенному пункту. То есть благоустроенная квартира в городе Якутске и благоустроенная квартира в одном из сел какого-нибудь северного района — это не одно и то же. Скажем, в городе Якутске, согласно постановлению главы города номер 14 2009 года, благоустроенной квартирой понимается квартира, в которой есть электроснабжение, хозяйственно-питьевое и бытовое водоснабжение, теплоснабжение, а в газифицированных домах еще и газоснабжение. А какие проблемы наиболее часто возникают при восстановлении прав собственников аварийного жилья? При восстановлении прав собственников аварийного жилья наиболее часто возникают проблемы, связанные с размером предлагаемого возмещения и с возложением на граждан, собственников жилья, обязанности осуществить доплату за жилое помещение. Если мы говорим о первом случае, то есть о размере возмещения, то часть 6 статьи 32 Жилищного кодекса достаточно подробно об этом говорит, и под размером возмещения мы должны подразумевать не только рыночную стоимость изымаемого жилья, но и стоимость общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доли в праве на общую собственность, а также расходы на переезд, расходы на поиск нового жилья, расходы на аренду жилья, если проживание в ранее занимаемом жилье в аварийном доме является невозможным. Что касается доплаты, существует, к сожалению, такая практика. Раньше она была прям повальной, повсеместной, сейчас уже меньше это распространено. Когда гражданин, собственник жилого помещения, переселяется из аварийного жилья, ему предоставляется другое жилье, равное по стоимости. Ну, это как правило, это должно быть. Бывает такое, что жилье предоставляется большей стоимости. Скажем, условно, гражданин имел жилье стоимостью, там, скажем, 2 миллиона, а ему предоставляют жилье стоимостью 2,5 миллиона. В органы местного управления возникает вопрос. Вот мы, уважаемый собственник, должны были предоставить вам жилье, равное по стоимости, предоставили жилье большей по стоимости, пожалуйста, осуществите доплату разницы в стоимости, верните нам 500 000. Данная практика является незаконной, объясняется очень просто. Когда граждане переселяются в рамках программы переселения, на это выделяются деньги из фонда содействия реформированию ЖКХ, это федеральный фонд, и из государственного бюджета республики. Органы местного самоуправления никакого участия в финансировании этих мероприятий не ведут. Соответственно, они не вправе требовать никакой доплаты. В рамках программы, к сожалению, на все вопросы ответить не успели. А где можно найти информацию подробную? Подробную информацию можете найти на сайте прокуратуры республики, на сайте Министерства ЖКХ, если это касается капитального ремонта, на сайте фонда капремонта. Если интересуют вопросы переселения, то Министерство строительства, Государственное казенное учреждение, Дирекция жилищного строительства. Также вполне можно изучить нормативные акты, которые есть в открытом доступе. Это, как я уже упоминал, региональная программа капитального ремонта, это краткосрочный план реализации программы капитального ремонта. А в части вопросов переселения это республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года. Сергей Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Вам спасибо.
А я напомню о правах граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы поговорили с Сергеем Веревкиным, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Якутии. Оставайтесь на нашем телеканале.